В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Вот зимой, когда день короткий, мало солнца, можно так вот прям Приуныть невольно, немножко. непонятно захандрить, а то даже и впасть в депрессию. Ты уже немножко впал в депрессию, тебе срочно нужно хобби. Я считаю, что чтобы твое настроение всегда было таким воодушевленным, позитивным, нужно обязательно найти любимое дело и заниматься им в свободное время. А если это дело помогает тебе познакомиться еще и с другими людьми, то это просто вау. Можно заниматься спортом, можно выращивать кактусы, можно играть в какие-нибудь игры онлайн. Да вообще масса всего можно делать. Но есть классное предложение, которое называется «Социальные танцы». Ну а чем все-таки хороши социальные танцы, нам сегодня расскажут преподаватели студии «Квартал» Ольга Стоякова и Денис Агапов. Ольга Стоякова и Денис Агапов, преподаватели социальных танцев в минской студии «Квартал». Поначалу занимались линди-хопом, но потом нашли себя в блюзе. Считают, что любого человека можно научить танцевать, независимо от возраста и способностей. Блюз для них — это способ понять себя и сделать людей счастливее. Ребят, привет! Доброе утро! Ну Доброе что, утро. как Доброе. настроение? Отлично. Расскажите, пожалуйста, что такое социальные танцы, вот в чем их отличие, к примеру, там, от бальных, от эстрадных? Здесь самое важное — это прийти, кайфануть, пообщаться и хорошо провести время. Да. Это классно. И если смотреть на танцы, как обычно, заучили хореографию, пяточка, носочек, то здесь строится на том, что мы учим танец как какую-то сигнальную систему. И у нас каждый раз танец новый, и мы импровизируем каждый раз. То есть нет Вот это заученной страшное хореографии. слово — импровизация. Да. Да, но если Да. его не говорить, а просто мы обучаем ребят владеть своим телом, подавать сигналы, и все начинает получаться. Все очень Просто просто люди и легко. нервничают, когда им что-то нужно придумывать. Да, О, если да. говорят «импровизируй», и все такие что Это же как делать? придумай шутку, ты же комик. У нас есть такая вещь, когда ребята долго уже занимаются относительно, то есть около года, да, ребята начинают танцевать, и мы по одному, по два движения у них забираем. И получается, это тот момент, когда они уже годик потанцевали, и они уже начинают взаимодействовать вне каких-то рамок, и это, получается, самая-самая красота. Потому что люди, когда танцуют на фестивалях, на вечеринках, они не запоминают, а помнишь, как я вот сделал вот это вот движение, и прям как на занятии. Нет, люди запоминают как раз-таки какое-то живое общение внутри танца. То есть какие-то Эмоцию там... какую-то. Да, когда случился контакт, и вы вместе как-то подурачились, даже не обязательно в рамках блюзовых движений. Просто переглянулись, сделали какую-то фишечку. Да, вот это классно. Вот это случился самый настоящий контакт в паре. Оля, я знаю, что ты довольно поздно пришла в танцы. Так. Со скольки лет можно начинать заниматься танцами? Например, у меня еще есть шанс как-то вписаться к вам в движуху? И расскажи еще, почему... Тебе же 14. Куда ты Я думаю, поздно? 13. Куда ты поздно? И почему ты вообще решила заниматься танцами? Не перебивай меня. Это очень поучительная история, Так. на мой взгляд. Я всю жизнь хотела танцевать, я чувствовала это желание, да, что мне хочется двигаться. И, как часто это бывает, все откладывала на когда-нибудь потом. Завтра. И пришла на танцы я только в 26 лет, то есть это вот 5 лет назад. И так завертелась, закрутилась, что все, теперь танцы Все, это... никуда не ухожу. Да, Я теперь важная здесь. часть моей жизни. Но я поняла, что я очень жалею о тех годах, когда я не танцевала. Поэтому обязательно идем на танцы, не откладываем на завтра. У меня даже байка появилась после этого. Завтра всегда поздно. Поэтому делаем сегодня. Это очень, кстати, Так. ложится на вот мою историю, потому что я тоже хочу танцевать, и все не иду. Как вы видите, я Танцы всё пришли еще к вам в здесь. студию. Это знак. Да. Денис, а какой у тебя был путь в танцевальный мир, как ты попал? Мне кажется, тут если уходить на высокий уровень, тут две проблемы. Это расстался с девушкой и детские комплексы. Если расстался с девушкой, то и освободилось много внезапно времени, то тут все понятно, то комплексы, то... В детстве я занимался танцами, и однажды после одного выступления ко мне подошел, на тот момент я думал, что он мне друг, и сказал, что у тебя так плохо получается, ты должен прекратить. И это где-то вот внутри закупорилось, и все так совпало, с девушкой расстались, и я такой, так, надо чем-то заняться, и у меня есть один незакрытый гештальт. Вот. Кто Это же знал, что круто. ты потом будешь преподавать танцы?
Вот так вот складывается. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях преподаватели студии танцев «Квартал» Ольга Стоякова и Денис Агапов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вы хореографы. Давайте как бы попробуем выучить какой-нибудь кусочек танца. У вас есть несколько минут, чтобы нас с Лешей обучить каким-нибудь моментикам. Давайте. Давайте. Леша, собрались. Так, ну мне, наверное, нужно встать сюда, я так понимаю. Что Да. Правильно, мы ты синхронно. Давайте Синхронно. научимся становиться в пару. Так. Мгм. Давайте только сначала зайдем, скажем так, в танцевальную Так. позицию, да? Мгм. Мы с вами подпрыгнем, Эть. да, и зафиксируем вот это мягкое положение ног. Наклонились, чтобы уравновесить наше таз. Мгм. Мгм. Танцы пошли. Хорошо. Да. Вот, прекрасно. Всё. Все, давайте становиться в пару. Я предлагаю Оля ручку. Начнем мы с простого. Базовые шаги, то есть то, на чем у нас соль земли танца. Сделаем шаг, И приставили. представили. Шаг, хоп, Ну, приставили. пока хорошо Очень идём, просто. Лёш. Да, О. блюз это естественный танец, он не замороченный. Это мы справились. Перейдем Отлично. ко второму Так. движению. Мы легонечко перекинем нашу партнершу. Давайте пробовать. И Перекинем показали в паре. в левую ручку. Да, Оп. yes. Перекинули. Сюда. Перекинули. Выстрел. Да. Просто швыряешь. Открылись. Чем игривее, тем лучше. Хорошо. А теперь сложно. Теперь настало время поддержки. Ты молодец. Я Я тебя знаю. тоже поддерживаю. Верю в тебя. Пока мы Иди вес поешь. Вот мы рядышком стоим, бочок к бочку. И мы сделаем небольшое отшагивание Это Да. делает только Леша и сейчас. перенесем вес партнерши на себя. Мгм. Да, чтобы не повредить держись, коленку, Лёш. стараемся не выходить плечами за наш как раз уровень колен. Пипец Мгм. страшно. Тань, а мы ножку сюда подставляем, чтобы немножко больше было опоры. Да, Ага. супер. Можно Хорошо. еще за ручку Лучше. взяться. Мгм, это нужно. Отлично. И Вернемся. вернулись. Вернемся. И еще Страшно, разочек. правда. Та-тан. То есть партнер Уже нам никак. сейчас предлагает свою ногу как опору. Мгм. Спасибо тебе большое, Лёш, за это. Хорошо. Это наша первая поддержка. Теперь придем в это состояние, да? Снова Вернемся. вернись в это То, состояние. откуда мы Так. начинали, Мгм. да? Мы с вами сделаем перенос веса вперед и как будто хотим сделать шаг. Отлично, помотали. Всё хорошо. Это как это называется, когда хорошо стоишь? надо наступим. носить? Вестибулярный аппарат. да. Вестибулярный аппарат у меня И так заступим себе. на сторону партнерши. Отлично. Теперь Так. еще. Опа. Последнее Подставили движение. ножку на одну линию с партнершей. Да, почти хорошо. Вот, еще Все, отлично. Отлично. И вернули на место. Та-дан. Мы можем для вас танцевать. Да, Давайте, да. Наконец-то. Испарено на лбу. Я постараюсь на ковре повращаться. Ну вот Это такие было танцы. круто. На ковре немножко сложновато, Вообще не видно было. потому что пол уходит из-под ног, но на более ровной поверхности, конечно, поувереннее Нет, правда, получается. Круто. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях преподаватели студии танцев Ольга Стоякова и Денис Агапов. Мы подготовили для вас такой небольшой интерактивчик, потому что сначала вы нас учили танцевать, а теперь как бы мы будем тоже делиться немножко своим опытом. Мы подготовили для вас игру, которая называется «Вы в танцах». Значит, суть простая. Здесь будут танцевать человечки на экране. Нам нужно выбрать, какой мы человечек, и повторять за ним. Все, победителей здесь не будет, просто нужно сильно не опозориться. В этом суть игры. Встаем. Мгм.
Там говорили, один попозже приходит. Ты Окей. выходи из кадра, давай. Так, мы с вами распределяемся. 3 человечка, нам нужно выбрать, кто какой. Ну, по идее, мы будем смотреть на своих, которые Я по прям центру. перед нами. Да. Ага. А я где тут? А в какую сторону? Пока идем хорошо. You're a good soldier, choosing your path. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Творит твой Feel it, but you got it. Oh, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, Не танцуй лучше меня, Денис, пожалуйста. This time for Africa. Идем в кучку, идем в кучку. Так. Так. Мы сможем? Надо, да? Вау! Ой, жив! Listen to your guide. Вот это лучше всего у нас получается. Чего это неплохо? People are raising Наше движение. their expectations. И поехали. And this is your moment, no hesitation. Today's your day. Believe it. If you get down, get up. Oh, when you get down, get up. Hey, Tamina, mina, sankalewa. This time for Africa. Tamina, mina, waka, waka. Hey, Tamina, mina, sankalewa. Tamina, mina, waka, waka. Лёш, ты с нами? Все-таки тут будет победитель. Так. Так, это колеса, это колеса. Едем, держите руль! Все. С этого надо было начинать. Это было круто. Круто, я в Спасибо. ритм попадал с вами вообще, да? Импровизация — это твое. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодня к нам в гости пришли преподаватели студии «Квартал» Ольга Стоякова и Денис Агапов. Снова здравствуйте. Доброе утро. Сразу же вопрос к вам. Какого возраста и каких профессий к вам обычно приходят люди? Ну, я понимаю, что это, наверное, совершенно Все разные различных. вообще люди, да. Все различных. У нас, наверное, самые младшие — это студенты, самым старшим в районе 60-70 могут быть. Да. Классно то, что это все остается где-то за дверями школы, и все приходят и общаются друг с другом просто как люди. Мы часто даже не знаем, что ты танцуешь с врачом, или с айтишником, или с водителем троллейбуса. Или маньяк. Ну да. Леша, Специфика утреннее танца. шоу, ну не порти всем настроение. Я же здесь для этого и нахожусь. Ты просят всем поднять настроение, что Леша делает. Смотрите, а вот если есть желание заниматься танцами, а нет партнера или партнерши, то есть это, наверное... Или нужно со своим прийти. Окей, все. Со своим нигде нельзя, Таня. В этом и социальность наших танцев, что ты приходишь на вечеринку, приглашаешь любого партнера или партнершу, девушку или парня, и танцуешь несколько танцев. А если кому-то не хватит пары? Мы стараемся всегда подсчитать, сколько у нас будет партнеров-партнерш, и если уже получается дисбаланс, то приглашаем партнеров с других, преимущественно партнеров А я думала, вы с других групп. звоните, Алиса, сегодня нет, не танцуем. Пока.
Не, на улицу выходишь прохожего, цепляешь, говоришь, у нас там Если вечеринка, у нас там вечеринка, во! Успеешь за Пошли. минуту настрелять, впустим, нет? Давай. Как выбрать танец, в каком вот вообще направлении развиваться? Что тебе подходит, что тебе не подходит? Я думаю, самый простой способ — это слушать музыку. Например, когда я слушаю блюз, я недавно словил себе на мысли, что я подбираю плейлист на занятия, еду в такси и начинает играть блюз, и меня как будто расстреливают в такси, потому что... Я думаю, у Потому что каждого... прет. Плечика, Потому что плечика, прет. плечика. Плечика. Я думаю, у каждого есть такая музыка, под которую он просто понимает, что его очень сильно качает. Это самый простой способ. Посмотреть видео на Ютубе, танго, сальса, кизомба, и попробовать почувствовать, откликается или не откликается. Ну а самое верное — прийти на открытый урок в школу танцев, испытать на себе. Нравится — продолжаем. Не нравится — идем на следующее направление, но главное — нужно попробовать. А если как на физическую активность смотреть, для тела оно насколько полезно, вообще как что? Это тонизирующее. Если говорить про нагрузки, то преимущественно это щадящее во всех танцах. Но в любом случае это как минимум позволяет держать себя в тонусе и очень хорошо развивает координацию движений и вестибулярный аппарат, потому что ты знаешь, где у тебя вес, можешь контролировать свое тело. Это с физической точки зрения. Но мне кажется, что еще важнее, это психологическое эффект от, ну, по крайней мере, блюза. Я его порой называю блюзотерапия, потому что на наших танцах мы много обнимаемся. Мы стоим в паре, да, обнимаем друг друга. И, как говорят, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым, сколько нужно обнимашек в день? По-моему, 15. Да, 12-15. Мы перевыполняем эту дозу во многократ, и ребята выходят счастливые, наполненные любовью, сияющие. И это самое прекрасное воздействие блюза и вообще социальных танцев, потому что они очень сильно наполняют человека. Это прекрасно. На этой прекрасной ноте мы всех зрителей обязательно приглашаем на социальные танцы, чтобы на себе ощутить этот вот взрыв энергии, это раскрепощение, это спокойствие. И спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, зарядили нас этим настроением, немного расслабили, мы потанцевали, проснулись. Ребят, спасибо. Большое Вам спасибо спасибо за приглашение. Всем танцев. Ну что ж, нашим телезрителям хотелось бы напомнить, что сегодня у нас в гостях были преподаватели студии танцев «Квартал» Ольга Стоякова и Денис Агапов. В процветании вашей школе побольше новых людей, пар, танцев, новых стилей, всего самого крутого.